Любой уже вопрос обсудить еще лучше, любой уже проблем, хотя еще лучше. Зурабу Истоеву, глава администрации Назрановского района, разъясняет, с какой целью его сегодня пригласили на эту встречу. Главным образом узнать, какая помощь на сегодняшний день ему требуется от властей. Молодого человека обвинили сразу по 3 статьям. Он провел за решеткой 11 лет. Сейчас Зурабу 36. У него нет профобразования и нигде не может трудоустроиться. В связи с этим комиссия решила ходатайствовать перед Министерством труда и социального развития и перед Назрановским сельхозтехником, чтобы данного гражданина трудоустроили и помимо этого, согласно его специальности, навыкам его устроить для учебы в техникум. В силу стечения различных обстоятельств многие молодые ребята из Ингушетии оказались в рядах незаконных вооруженных формирований. Они такие же граждане России, и комиссия намерена вернуть их к созидательной жизни. Как правило, молодым людям помогает не только вернуться к своей семье и избавиться от преследования со стороны вербовщиков, но и восстановиться на учебе и устроиться на работу. Оказание помощи тем, кто уже понес наказание за преступление, в Совбезе считают действенной практикой. Нередкие случаи, когда после адаптации молодые люди находили себя в различных сферах. Те лица, которые возвратились с мест лишения свободы, чтобы они интегрировались в мирную жизнь и оказать им содействие в адаптации к мирной жизни, чтобы они не ощутили перед собой свою вину, что мы, как исполнительная власть и муниципальное образование, что они готовы ему помочь. Молодым людям, пожелавшим вернуться к мирной жизни, готовы протянуть руку помощи. Оступиться и совершить ошибку может каждый. Главное ее вовремя осознать и захотеть исправить. За помощью к местным властям они могут обратиться в любое время. По всему району ведем учет своих граждан, которые в какой-либо степени были причастны к каких-то противоправных действиях. Кто-то отсидел, освободился, кто-то сидит. И адаптационная комиссия постоянно с ними в контакте проводит конкретную работу. Это работа на постоянной основе, это сегодня не заканчивается, это плановая работа, постоянная работа. Так что по мере выявления вопросов мы будем отрабатывать по этим вопросам. Адаптацией лиц, которые уже понесли наказание за преступление, активно занимаются и власти Сунжи. 3 человека, которые вернулись к мирной жизни, также были приглашены на беседу с адаптационной комиссией. Хамзат Эдельханов отсидел 3,5 года. Его обвинили в участии в МВФ. Вышел 4 месяца назад. Первым делом ему требуется операция на ногу, а после реабилитации молодой человек хочет возобновить свою спортивную карьеру, поделиться своими навыками с подрастающим поколением. Эти 4 месяца я физическую форму свою восстанавливаю. Еще мне надо сейчас операцию делать на колено. И после этого чуть-чуть еще реабилитацию комплекс и потом начать опять. В основном проблемы, с которыми сталкиваются бывшие заключенные, это сложности с трудоустройством и оформлением банковских карт. Хамзату и другим обратившимся в городскую администрацию обещают оказать содействие по всем вопросам. Со своей стороны администрация города Сунжи обязуется со всей максимальностью трудоустроить, оказать материальную помощь и по любым вопросам, устройству, по трудоустройству, учебы и так далее. Я считаю, что лица, которые стали на путь исправления, не то что городская администрация, все должны оказывать помощь. Я считаю, что никаких угроз с их стороны нет. Собравшиеся уверены, чтобы адаптировать молодых людей к мирной жизни, необходимо лишь их искреннее желание. Главная цель таких дискуссий – сохранение мира в республике, который был достигнут большим трудом всего народа. Хадис Добриева, Лейла Гайсанова, Хаваш Гойгов, Новости 24.